Так, слово предоставляется представителю Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров Халилову Рахмедину Туроновичу. Уважаемый суд, уважаемые участники, Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ранее уже направляло свое письменное мнение по данному вопросу. Постараюсь тезисно его также озвучить. В первую очередь необходимо отметить, что правоотношения граждан и государства по вопросам земельных участков регулирует Земельный кодекс Кыргызской Республики. При этом частью 2 статьи 119 Земельного кодекса Кыргызской Республики установлено, что разрешение земельных споров, связанных с предоставлением, изъятием и прекращением права на земельный участок, решается только судом. Иными словами, государство в целях реализации норм, установленными частями 1-2 статьи 15 Конституции, частями 1-2 статьи 61, установил, что разрешение споров, касающихся вопросов предоставления, изъятия и прекращения прав на земельные участки, осуществляется исключительно через судебные процедуры, следовательно, такие споры не могут быть разрешены государственными органами. Также хотелось бы отметить, что согласно пункту 6 статьи 4 Закона Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах, под административным актом понимается акт административного органа или его должностного лица, одновременно обладающий публично-правовым и индивидуально определенным характером, имеющий внешнее воздействие, то есть не имеющий внутриведомственный характер, влекущий правовые последствия, то есть устанавливающий, изменяющий, прекращающий права и обязанности для заявителя или заинтересованного лица. В соответствии с пунктом 7 статьи 4 указанного закона под административным органом понимается орган государственной исполнительной власти, исполнительный орган, орган местного самоуправления. Также специально созданные органы, наделенные законом полномочиями, постоянно или временно осуществляющие административные процедуры. В свою очередь, под административными процедурами понимаются действия административного органа, совершаемые на основании заявления заинтересованного лица, инициативы административного органа по установлению, предоставлению, удостоверению, подтверждению, регистрации, обеспечению, изменению или прекращению прав или обязанностей, в том числе заканчивающейся выдачей административного акта с его принятием, согласованием, утверждением, либо регистрацией или с учетом заинтересованного лица. Таким образом, постановление мэрии города Бишкек по предоставлению земельных участков в частную собственность, так и во временное пользование является административным актом. Мэрия города Бишкек является административным органом, а также действия мэрии города Бишкек по вынесению постановления мэрии города Бишкек являются административными процедурами. Согласно статье 7 указанного закона, при осуществлении дискреционных полномочий административный орган обязан руководствоваться необходимостью защиты закрепленных в Конституции Кыргызской Республики прав и свобод человека и граждан, руководство принципами равноправия, соразмерности и единообразного применения права, действовать для достижения других установленных настоящим законом целей. Другими словами, когда госорган предоставляется возможность принятия акта, в обязательном, особо хочу отметить, что он обязан руководствоваться необходимостью защиты закрепленных в Конституции Кыргызской Республики прав и свобод человека и граждан. Также в соответствии с частью 3 статьи 57 указанного закона административный акт не отменяется со стороны принявшего этот акт административного органа или его вышестоящего органа, если отмена административного акта может повлечь изъятие имущества. Таким образом, уважаемый суд, уважаемые участники, Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства считает, что словосочетание, выраженное словами отмены части 3 статьи 44 Закона Кыргызской Республики о местной государственной администрации и органах местного самоуправления, не противоречит частям 1 и 2 статьи 15 и также частям 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, в связи с тем, что частью 2 этой же статьи установлено, что постановление принимается во исполнении и в соответствии с нормативно-правовыми актами. То есть административные акты должны соответствовать действующему законодательству.